Добрый день. Тема нашего разговора – это книга и библиотека в системе культуры. На первый взгляд, тема достаточно искусственная, ибо кто же будет спорить с тем, что книга и ее хранилище – это не отъемлемый, обязательный элемент культуры. Но дело в том, что книгой занимаются специалисты очень разных сфер деятельности. По-своему смотрит на книгу филолог, по-своему смотрит на книгу историк, по-своему смотрит на книгу специалист в области полиграфического производства, я уже не говорю о библиотековедах, библиографах, ведах и так далее. И вот на фоне всего этого спектра взглядов на книгу и библиотеку сравнительно недавно в нашем научном сообществе появилась новая юная дама, которую называют культурологией, то есть попытка рассмотреть явления окружающего нас мира, но и в контексте нашего разговора, разумеется, и книгу, с точки зрения общих закономерностей развития культуры. И первый вопрос, который здесь встает, а что такое, собственно, культура? На первый взгляд, ответ очевиден. Спроси любого, как определить, культурный человек или некультурный человек. Очень просто, если он себя хорошо ведет, если он не ругается нехорошими словами, если он не лущит семечки в общественных местах, значит, он культурный. Ну, вот такое представление о культуре, обыденное, повседневное представление, оно достаточно широко распространено, и одновременно нетрудно заметить, что в данном случае понятие культуры – это всего лишь навсего синоним воспитанности, хороших манер поведения. Есть второе широко распространенное представление о культуре, когда культуру понимают в ведомственном смысле, как все то, что относится к ведомству Министерства культуры. И тогда уж, конечно, библиотека подведомственна Министерству культуры, следовательно, это культурный элемент. Но при таком ведомственном подходе у нас тоже получаются не совсем понятные вещи. В таком случае, скажем, культура и образование, которые проходят у нас по разным ведомствам, и книгу будут толковать так, что она к образованию отношения не имеет. Логично ли такое толкование? Понятно, что нет. И вот с позиции культурологического анализа мы, культурологи, как раз и пытаемся снять вот эти обыденные или узковедомственные представления о том или ином культурном явлении. И тогда надо начинать с того, что если мы обратимся к научной литературе, то первое, что бросается в глаза, это очень большое количество всевозможных толкований этого понятия. Вот еще в середине прошлого, теперь уже 20 века, два американских исследователя в англоязычной литературе насчитали более 200 дефиниций культуры и еще более 100 попыток раскрыть содержание этого понятия описательно. В середине прошлого века и только в англоязычной литературе. Как вы прекрасно понимаете, на этом все дело не ограничилось, потому что после этого исследования продолжались и не только в англоязычной литературе, но писали о культуре и французы, и немцы, и испанцы, и в любезном отечестве нашем тоже достаточно много исследований было проведено, уже хотя бы потому, что родиной культурологии как науки является наша страна. Я не занимался специальными подсчетами, но беру на себя смелость утверждать, что если на сегодняшний день число определений культуры не перевалило за четырехзначное, то во всяком случае уже очень и очень близко к нему подошло. Как-то странно, что же это за наука, которая не может определиться в родовом своем понятии. С другой стороны, если мы с вами вспомним праматерь всех наук философии, там вообще нет двух мыслителей, которые бы высказали одинаковые точки зрения по какому-то вопросу, однако это не лишает философии статуса науки. Так вот, возвращаясь к определениям культуры, если мы будем говорить
не по каждому конкретному автору, не по каждому конкретному определению, а попытаемся их как-то классифицировать, то у нас, в общем, получится три основные большие группы подходов, три основных больших группы взглядов, которые, наверное, можно назвать тремя концепциями культуры, которым так или иначе будет тяготеть любой из известных в науке авторов. Это концепция духовная, это концепция ценностная и это концепция деятельностная. Первая концепция, которая, в общем, лежит в основе федерального канала культуры одноименного. Это концепция, которая рассматривает культуру как произведение художественной сферы деятельности, порой еще даже уже литературы и искусства. В этой точке зрения есть много сторонников, и все это очень серьезные, уважаемые исследователи. Никоим образом я не хочу в данном случае бросать камень в огород. Но если мы будем говорить о этой точке зрения, во-первых, тогда понятно, конечно, книга относится к культуре, это одна из величайших духовных ценностей, спора нет. Но дело-то в другом. Дело в том, что духовное и материальное в реальности ведь нерасторжимы. Мы их можем отделить только абстрактно-теоретически. В реальной жизненной практике одно без другого, что называется, быть не может. Да, книга – это явление духовное, безусловно, с точки зрения творчества автора, с точки зрения восприятия читателя, но для того, чтобы появилась книга, необходим лесоповал, бумагоделательное производство, полиграфическое станкостроение, химическое производство полиграфических красок, а дальше пошло печать, вальцовка, обрезка, брошюровка и прочее, 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 от чего пахнет не столько розами и ландышами, сколько машинным маслом. И уберите эту сугубо материальную сторону, и не появятся у нас книги, как продукта духовной деятельности автора, даже если это великий Лев Николаевич Толстой, а книга называется «Анна Каренина». А если мы с вами заглянем в историю подальше, до эпохи Гутенберга, то в принципе-то ничего не изменится, только вместо лесоповала будут стада, вместо бумагоделательного производства дубление пергаментов, ну и дальше логика понятна. Картина – это производство духовной деятельности художника, но чтобы она появилась, необходим холст, необходим подрамник, необходимо, опять же, ткацкое производство этого холста, кисти, краски, ну, логика понятна. И если мы будем рассматривать книгу и библиотеку как ее хранилище, только как вот такой накопитель неких духовных субстанций, мы тогда с вами идем в область абстрактного теоретизирования. Хорошо, книга – это результат духовной деятельности, а каталожные ящики – это что, духовные или материальные? Кто осмелится однозначно сказать или одно, или другое? Поэтому при всем уважении к данной точке зрения у меня все-таки есть небольшое сомнение, которое я сейчас и попытался обосновать. Вторая концепция ценностная, но на научном языке аксиологическая, концепция, которая рассматривает культуру как результат, как, так сказать, некое собрание материальных и духовных ценностей, которые были накоплены в истории человечества. Тоже очень серьезные люди разделяют эту точку зрения, и тоже я с уважением к ней отношусь. Тогда нам очень просто будет относиться к библиотеке. Вот есть у нас отдел хранения древних актов, это более ценный отдел, потому что их мало. Это инкунабулы, они в денежном отношении ценятся очень дорого, ну и в отношении значимости для последующей истории. А есть такой отдел периодической печати, где так вот газетки сегодняшнего дня, день прошел, и ценность их утрачена. Единственный интерес, который они представляют, может быть где-нибудь, когда-нибудь в качестве собрания макулатуры. Но дело в том, что ведь понятие ценность
Это не понятие, которое характеризует предмет. Это не понятие, которое характеризует объект. Это понятие, которое характеризует отношение субъекта к объекту. И поэтому один и тот же объект у разных субъектов может вызывать совершенно разные отношения и быть ценностью для одного, и не быть ценностью для другого. Ну, самый простой пример. Есть такие люди, они еще есть, хотя в последнее время их становится все меньше, которые называются библиофилы, коллекционеры книг. И вот это те люди, которые способны за какую-нибудь необходимую для них книгу отдать очень большие деньги, которые способны для того, чтобы эту книгу найти, проехать полстраны, если не полмира, и в момент, когда они наконец приобретают эту книгу, это один из моментов счастья в их жизни. А есть, образно говоря, теща этого человека, которая искренне не понимает, зачем за какую-то вот эту вот маленькую старую грязную книжонку ее взять и выложил свои 1,5 зарплаты, оторвав их от семьи. Книга одна и та же, отношения разные. Потому что, еще раз повторяю, понятие ценность не характеризует объект, понятие ценность характеризует отношение субъекта к объекту. И если мы с вами будем рассматривать книгу в этом контексте, тогда, ну, во-первых, мы можем уйти в бесплодное препирательство, когда один будет говорить это ценность, другой будет говорить это не ценность. Но представим себе обычную сельскую библиотеку, не университетскую, не факультета исторического, политологического, социологического, обычную сельскую библиотеку, на полках которой стоит собрание сочинений, 55 томов, знаменитое синенькое Владимира Ильича Ленина. Как к ним относиться? А в селе живет один человек, который продолжает истово исповедовать коммунистические взгляды. Ценность это для него бесспорно. А для девочки-библиотекаря, которая родилась уже после того, как распался Советский Союз, которая воспитана совершенно в других представлениях о значимости личности Владимира Ильича, и у которого дефицит места на книжных полках, для нее те же самые 55 томов – это предмет желанный для ближайшего списания, потому что сколько места занимает. И мы в таком случае опять теряем объективную основу для анализа. Поэтому я, откровенно говоря, разделяю позиции тех коллег, ну, прежде всего здесь я хотел бы упомянуть, конечно, уральских исследователей, потому что на этих позициях стоит Уральская школа и социологии, и культуры, и культурологии. Это Екатеринбург, это Челябинск, это Пермь. Но не только уральцы, есть и в других краях нашей державы сторонники этой точки зрения, она тоже весьма широко представлена, это деятельностная концепция, которая рассматривает культуру как процесс и результат исторической жизнедеятельности человека. В этом предельно широком смысле слова культура противопоставляется другому предельно широкому понятию натуры, понятию природы. Вот понимаете, есть природа первозданная, которая существовала до человека и будет существовать после человека, и для ее существования человек не нужен. Вот тайга растет сама по своим законам, и для того, чтобы росла тайга, не окультуренный английский парк, где конкретные насаждения в конкретном смысловом содержании, в конкретной очередности, а вот естественная природная тайга, российская, бескрайняя, вот для того, чтобы она существовала, человек не нужен, это явление природное. Но для того, чтобы из лиственницы появилась самая простая рубленная изба, уже законов природы недостаточно, уже необходим человек, результат его деятельности. И в этом смысле культура и есть процесс и результат исторической жизнедеятельности человека. Поэтому книга, которая, безусловно, неприродна во всех своих ипостасях. Неприродна по происхождению, она зарождается в сознании автора. Неприродна по своему материальному воплощению. Природа не создает ни пергамент, ни бумагу. Природа создает всего лишь навсего сырье. Книга, конечно же, является безусловно достоянием культуры и только культуры.
культурой и никак иначе восприниматься в этом смысле не может.